В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Начинается подготовка к отопительному сезону. Фонд капитального ремонта приступил к работам по замене систем теплоснабжения. Людям с ограниченными возможностями здоровья повсеместно помогают получить востребованные навыки в быту и в работе. Расскажем о работе специальной столярной мастерской. Начался сезон активности клещей. Нерюнгринский район включен в перечень эндемичных субъектов. Первая летняя выписка новорожденных и их родителей поздравили в стенах перинатального центра республики. Овации, слезы, цветы. На сцену театра оперы и балета возвращается постановка «Травиата». Ледоход на Лени вышел в устье. Нижняя кромка льда на реке Яни наблюдается у Нижнеянска. На Индигирке у поселка Чукурдах. На реке Оленек образовался затор ниже Таймылыра, однако уровень воды не превышает критической отметки. Из-за формирования второй волны половодья на Вилюй вода прибывает к селу Староватово. Затоплено 9 дворовых территорий. Сложная обстановка на реке Алдан сохраняется. На нескольких гидропостах уровень воды выше нормы. Затопило больше 50 дворовых территорий и автодорогу Усть-Мая-Петропавловск. У населенного пункта Хандага уровень достиг критической отметки в 1000 сантиметров. Угрозы затопления населенного пункта пока не наблюдаем. У населенного пункта Кяскиль уровень воды 720 сантиметров при критическом 815 сантиметров. У населенного пункта Мегина Алдан уровень воды составляет 699 сантиметров при критическом 700 сантиметров. Готовься, а не летом. Фонд капитального ремонта приступил к работам по замене систем теплоснабжения. За короткое якутское лето планируется охватить все здания, состоящие по плану на этот год. В каких домах идет замена системы и где еще предстоят работы, расскажет Вероника Таюрская. Отопление – важный элемент в квартирах Якутии. Именно оно дает тепло и уют в домах. Закончив очередной отопительный сезон, подрядные организации приступили к замене системы. Меняется все – от небольших креплений до труб в квартирах. Исключением являются батареи. Их жильцы меняют самостоятельно. На данный момент у нас, получается, первый подъезд уже закончили. Полностью монтаж, сварочные работы. Ну и приступаем уже дополнительно, уже следующие подъезды. Они каждый день с утра приходят, с 8 утра, доступ дают жильцы квартиры. И до 9, до 10 работают. Замена системы отопления ведется по адресу Каландарашвили, 38/4. По окончанию работ в этом доме сварщики приступят к демонтажу и последующей установке новых элементов в домах по адресам Каландарашвили, 38/1, Ярославского, 30/1 и в селе Хатасы по адресу Ленина, 67. Система отопления у нас была старая. У нас были пластиковые трубы. Нам сказали еще позапрошлом году поменять эти трубы. Но как раз по капитальному ремонту нам посмотрели и предложили поменять на эти трубы на металлические. И нам сделали недавно, поменяли. Были сложности того, что соседей не было, и пришлось подождать. А так парни сделали быстро, качественно. На текущий год заключено 94 договора с подрядными организациями для ремонта или замены системы теплоснабжения. За довольно короткий период предстоит выполнить работы в 13 районах республики, в том числе и в городе Якутске. Сейчас находимся на объекте Каландарашвили, 38/4. Подрядчик «Алма». Это один из примеров того, как должны работать управляющая компания, как должны вести себя жильцы в ситуации проведения капитального ремонта и как должен работать подрядчик. Управляющая компания «Прометей Плюс» подготовила всех жильцов. Все знают о том, что будет проводиться капитальный ремонт.
доступ во все квартиры имеется 100%. Также управляющая компания подготавливает техэтаж для того, чтобы подрядной компании было максимально комфортно и максимально быстро работать. За 2025 год в рамках капитального ремонта по всей республике планируется привести в порядок 245 МКД. Из них 95 домов нуждаются в замене теплоснабжения. В Якутске в 16 домах отремонтируют отопительную систему. Вероника Таверская, Иван Сорокаумов, Якутск. В Якутии наградили победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. В этом учебном году республика добилась значительных успехов. Впервые в истории регион представил 30 участников по 21 предмету, завоевав 3 победы и 7 дипломов призеров. Среди лауреатов ученики из разных городов республики, от Якутска до Нерюнгри. Они показали высокие результаты по английскому, китайскому, французскому языкам, обществознанию и физкультуре. В феврале узнали, что у нас в республике будет заключительный этап. Были очень рады, с одной стороны. С другой стороны, это было очень ответственно. И не подвести родную республику, поэтому мы провели очень плодотворную работу. Соревнования прошли очень насыщенно, ярко, интересно. Было очень волнительно. В некоторые моменты иногда страшно, но мы справились со всем. И сумели показать достойный результат для нашей республики, нашего города. Мы очень рады, что победили, и что это хороший результат, и что нами может гордиться наша республика, потому что мы стали победителями на таком масштабном мероприятии. 8 июня мы чествуем социальных работников, неравнодушных и отзывчивых людей, посвятивших свою жизнь служению другим. В преддверии профессионального праздника ветеранам и действующим сотрудникам социальной отрасли воздали почести. Самых усердных тружеников отметили государственными наградами. Лауреатом самой значимой из них стала Антонина Сивцева. Обладательница премии имени Марии Нартаховой работает в соцсфере почти 50 лет. Сейчас Антонина Петровна трудится в Центре содействия семейному воспитанию «Берегиня». Сегодня я очень рада, я горжусь, что присудили вот такую премию именно как представителю социальных работников, который в республике объединяет более 7 тысяч человек, специалистов. И вот этот день я поздравляю наступающим праздником профессиональным социальных работников всей нашей республики. Эта премия имени Марии Дмитриевны Нартаховой, это и их премия. Людям с ограниченными возможностями здоровья повсеместно помогают получить востребованные навыки в быту и работе. Так, в Якутске для людей с УВЗ работает специальная столярная мастерская. Подробнее о ней расскажет Тимур Колмогоров. Это у нас мы будем проходить средства индивидуальной защиты, СИЗ, сокращенно, да, наверное, слышали, да? И следующее... Обучение начинается с основ, а главное из них в работе со столярными инструментами и техникой – это безопасность. Ученики тщательно записывают правила, задают вопросы и внимательно слушают наставления, которые они применят на практике. Поскольку у меня охранная организация, мы еще проводим занятия по безопасности. В частности, сегодня, допустим, будет курс по поводу строительной безопасности. Ребята приходят сюда, в столярную мастерскую, несколько раз в неделю. Они пилят, шлифуют и работают на станках, создавая самую простую мебель. Это и полки, скамейки, а также некоторые элементы другой мебели. Тимофей Егоров – один из учеников мастерской. Вне ее с социальными специалистами он учится общению, готовке и другим работам. Он усердно трудится, и это приносит свои плоды. Я отполировал вот эти штуки для стульев. Да. Сделал я. Вот это для стульев предназначено, чтобы стул не сломался. Вот эта штука держит нагрузку человека. Сама мастерская действует уже чуть больше года. Каждый из ее учеников занят своим делом, но главное – их взаимодействие друг с другом в рабочей обстановке. Людям надо усложнять задания, получать какие-то навыки, которые могут пригодиться в жизни. Собственно, столярная мастерская поэтому и была выбрана. Ну и в том, что помимо непосредственных каких-то профессиональных навыков могут вынести еще какие-то умения, которые можно в жизни использовать. Потому что таких ребят много, на всех социальных работников не хватит.
Работа не ограничивается одной мастерской. Обучение людей с ОВЗ проходит совместно со специалистами Республиканского центра социального обслуживания. Там их обучают как бытовым умениям, так и социальным. И для этого, например, мы организуем дебаты, да, для наших получателей. И они там уже учатся правильно разговаривать друг с другом, да, учим спорить на различные такие простые темы. Да. И третья задача – это уже общение уже с внешней средой. Они ходят в музеи, в кинотеатры, да, вместе, да. Для людей с ОВЗ и инвалидностью, окончивших обучение в колледжах и вузах, существует проблема с последующим трудоустройством. И чтобы помочь им, реализуются такие инициативы, как данная мастерская. Полученные навыки помогут им не только в жизни, но и в трудоустройстве. Тимур Калмогоров, Виктор Дьячковский, Якутск. Начался сезон активности клещей. Именно в этот период стоит быть наиболее осторожными при прогулках на природе. Нерюнгринский район включен в перечень субъектов Российской Федерации эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту. О мерах профилактики в районе сегодня узнаем у наших коллег. В Нерюнгринском районе с начала сезона зафиксировано 16 случаев укусов клещей. 5 случаев – это привозные, те, которые были зарегистрированы на трассе по Дальнему Востоку. И остальные случаи – это уже случаи, которые регистрируются непосредственно на территории нашего района. Задействованы как минимум 3 населенных пункта – это Золотинка и Енгра, и непосредственно город Нерюнгри. Неспецифическая профилактика, а именно акарицидная обработка, активно проводится на территории Нерюнгринского района. Обработке подвергаются все места массового нахождения людей, в частности все лесопарковые зоны, скверы, территории образовательных учреждений и лагерей. На территории города уже основной парк обработан, проводится обработка скверов и придомовые территории. Необходимо соблюдать и меры индивидуальной профилактики: репелленты, закрытая одежда в лесных зонах, само- и взаимоосмотр для обнаружения клещей на теле. Особо ничего не делаю, но если в лес или куда-нибудь в поле, где высокая трава, то какая-нибудь одежда длинная, закрытая, желательно толстая. Важно понимать, что основной способ защиты – вакцина. Соблюдение схемы для выработки иммунного статуса обеспечивает максимальную эффективность. Узнав о том, что на самом деле какая-то у нас серьезная ситуация с этим сейчас обстоит, я сделал как минимум прививку, позаботился об этом, чтобы сделать курс прививок, и одеваемся с рукавами и со штанинами, заходя в лес. При укусе клеща необходимо обратиться в больницу. Клещи представляют серьезную угрозу здоровью, и пренебрегать защитой от них нельзя. Знание методов профилактики и действий при укусе, а также симптомов заболеваний, которые они переносят – важные шаги по защите себя и своих близких. Екатерина Павлова, Александра Цыбикова, Нерюнгри. Национальный художественный музей представляет уникальную монографическую выставку произведений фламандского живописца XVIII века, мастера Антверпенской гильдии Святого Луки Яна Йозефа Хореманса, старшего из частного собрания. Выставка показывает самую большую в мире коллекцию старого мастера, собранную одним человеком, который более 10 лет увлеченно и целенаправленно ищет и приобретает полотна Яна Йозефа Хореманса, старшего. Основа коллекции была заложена в 2013 году случайным приобретением сцены с мушкетерами в Аргентине, взаимодействие Государственного музея и частной коллекции, актуальный путь дальнейшего изучения находящихся в нашей стране частных собраний голландского и фламандского искусства. Выставка интересна тем, что на самом деле этот художник не так широко представлен в крупных федеральных коллекциях. Например, в Эрмитаже несколько, где-то 5, наверное, произведений. И по России в государственных музеях тоже там по 2 картины, по 3 картины. А у нас в Якутске уникальная возможность увидеть творчество мастера XVIII века так хронологически широко и сюжетно широко, потому что мы постарались показать разнообразие жанров. Завершился республиканский конкурс «Юный инспектор охраны природы». За честь удостоится звания «Юный инспектор охраны природы». Состязались 20 детей из разных уголков республики. Победителем стал Эрчим Лукин, ученик 8 класса гимназии Горного Улуса. Он в течение зимне-весеннего сезона выступил на местном радио по случаю Международного дня птиц. В преддверии 80-летия Победы вместе со своими одноклассниками и их родителями убрал территорию парка в селе Бердигистях. А для привлечения внимания сверстников к актуальной экологической
экологической проблеме – загрязнению природы пластиковыми отходами, инициировал акцию «Сохраним природу вместе» в Улусной гимназии Горного района. В кинотеатре «Лена» состоялась премьера мультфильма «Айтал и волшебная сила 2» детского телеканала «Току» и национальной вещательной компании «Саха». История рассказывает о мальчике Айтале и его друзьях, которые противостоят темной силе из Нижнего мира. Герои раскрывают свои уникальные способности и понимают, что главное оружие – это крепкая дружба. Мультфильм создавали на протяжении 1 года. Начало этой захватывающей истории положил 1-й сезон мультсериала. Можно сказать, фанаты этого мультфильма пришли сегодня на премьеру уже полнометражного фильма. Ну и, конечно, очень интересно то, что в озвучке, вообще в создании этого мультфильма принимают участие сами дети. Мы, как фонд, который направлен на поддержку талантов детей, на их развитие, конечно, приветствуем то, что именно сами дети делают для себя контент. 1 июня в перинатальном центре клинической больницы на свет появилось 10 младенцев. Сегодня 4 мальчика и 6 девочек, окрепнув и набрав вес, выписываются с роддома. Новоиспеченных мамочек поздравили родные и близкие, а также министр здравоохранения. В праздничный день новорожденным и их родителям по уже устоявшейся традиции подарили наборы младенцев. Отмечу, что для 4 мам малыши стали первенцами, а для одной мамы ребенок стал 7-м. Наш регион относится к регионам с достаточно стабильным, высоким показателем рождаемости. И на сегодняшний день у нас уже родилось 4360 детей. Ну, из них у нас 49 двое. У нас есть 2 мамы, которые стали, 3, вернее, мамы, которые, одна мамочка стала 1-й раз многодетной мамой, то есть 3-го родила, да, и еще 2 семьи родили более чем 3 ребенка. Летние каникулы – время не только отдохнуть перед следующим учебным годом, но и научиться чему-то полезному и даже определиться с будущей профессией. На профориентационных курсах «Я медик» школьников погрузили в премудрости врачебного дела. В какие именно, узнавала Иржена Гармаева. 10 интересных и познавательных дней позади. В руках у каждого из 70 школьников сертификат как свидетельство твердости полученных знаний. Ребята не просто словом, делом показали, что теперь перевязать или зашить рану для них проще пареной репы. Несмотря на короткий срок обучения в совокупности 40 часов, ученики освоили довольно широкий спектр навыков. Преподаватели рассказали обо всем по чуть-чуть, ведь первостепенная цель курсов – дать ребятам общее представление о профессии врача. Мы проходили самые основные моменты. Это, конечно, царица всех наук анатомия, первый день. Потом у нас гигиена была, соответственно, очень важный такой момент. Это азы оказания медицинских услуг, работы с пациентом. Затронули уход за новорожденным, уход за тяжело больным, хирургическое наложение швов, неотложная помощь, первая помощь. Погрузиться в основы медицины собрались дети разных возрастов. Самой младшей ученице всего 9 лет. Это Валерия Паршина. В сентябре она пойдет в 4 класс. В будущем Валерия планирует стать педиатром, поэтому курсы она прошла с большим интересом. Мне понравилось тут то, что тут очень добрые вожатые, никто не ссорится. Все хорошо, дружные ребята. Я научилась делать сердечно-легочную реанимацию, ставить уколы, что делать, если там, например, человек подавился. Такой интенсив якутский медколледж проводит уже 5-й год. Он снискал популярность. Помимо знакомства с врачебным делом, прохождение курсов дает 3 дополнительных балла при поступлении в колледж. Результаты очень хорошие, потому что те дети, которые здесь учились и закончили, они и поступают, и они же и очень хорошо обучаются, потому что уже они уверенно идут. Следующий сезон стартует уже 6 июня. По словам организаторов, на курсы записалось больше 100 человек. В столицу приедут даже с далекого Тикси. Настолько сильна тяга к знаниям. Иржена Гармаева, Аэлита Махно, Якутск.
Лучший отдых – это смена деятельности, а лучшие каникулы – те, которые проходят с удовольствием и с пользой. С наступлением лета в Алданском районе ребят приняли 10 пришкольных площадок. Один лагерь с круглосуточным пребыванием детей действует при школе 8-го вида. В целом, летний период организованным отдыхом планируется охватить 74% школьников. Как проходят каникулы, мальчишки и девчонки поделились с нашими корреспондентами. Учебный год финишировал, но дети по утрам с удовольствием спешат в свои классы. День для учеников Алданской школы номер 2 начинается с традиционной зарядки. Упражнения совсем не утомляют, и гимнастика обычно продолжается подвижными играми. После разминки на свежем воздухе нужно подкрепиться. Впереди масса интересного. Мы ходили вчера в музей, в РДК смотреть мультик «Домовенок Кузя». Мы каждый день ходим на всякие площадки, например, у школы. На следующей неделе собираемся пойти в Золотой парк. Сегодня мы пойдем в детскую библиотеку. Завтрак много времени не занимает, и наступает время веселья и приключений. А забавы каждый день новые, но всегда захватывающие и увлекательные. Так сегодня мальчишки и девчонки выяснят, кто же на свете всех джинсовей. Сегодня у нас по плану джинсовый день. У нас все ребята, все учителя, вожатые пришли в джинсах. У нас планируется показ мод. После показа мод мы планируем сделать с ними аксессуары. Мы принесли им джинсы, нитки, иголки. Они будут себе различные аксессуары делать. Летнюю площадку при школе номер 2 посещают порядка 60 мальчишек и девчонок. Это ученики с 1 по 5 классы. 11-классник Глеб Гершельд решил попробовать силы в качестве вожатого. Работать с младшими товарищами оказалось очень интересно. Вот у нас сегодня идет 4-й день. Каждый день у нас максимально насыщенный, максимально веселый, и он всегда необычный, он никогда не повторяется. И всегда мы стараемся с вожатыми придумать, чем занять детей. Лучшими, как известно, становятся каникулы, проведенные с удовольствием и с пользой. Подвижные игры и творческие изыскания, экскурсии, прогулки, походы. Летом в школе незабываемым становится каждый день. Между тем, в организации плодотворного отдыха от педагогов порой требуется немало изобретательности. Сложности возникают у нас с тем, что на базе нашей школы пункт сдачи экзаменов ОГЭ, 9 класс, 3 школы города сдают экзамены на базе нашей школы. Кроме того, на базе нашей школы питаются 3 образовательных учреждения. Ну, а детки, конечно, всегда ждут наши летние площадки, потому что это всегда интересно. На базе школы номер 2 действует одна из 19 детских летних площадок. В каждом лагере дневного пребывания досуг становится особенным. Так, у воспитанников детско-юношеской спортивной школы распорядок дня довольно плотный, но на усталость никто не жалуется. К тому же ребят ожидает множество ярких событий. Приходим, завтракаем, с 10 до 12 у нас тренировка, всегда, каждый день. Потом мы приходим на обед, и после обеда у них уже культурные мероприятия. Вчера посещали мультфильм в РДК, сегодня ребята идут в музей. В Алданском районе площадки при образовательных учреждениях составляют наиболее массовое направление в организации детского отдыха. С 1 июня лагерь с круглосуточным пребыванием ребят открылся при специализированной школе-интернате 8-го вида поселка Нижний Куранах. Скоро отдыхающих примет Томодский лагерь «Берег Дружбы». Для подростков, желающих подзаработать на карманные расходы, организованы трудовые отряды. В целом, в летний период организованным отдыхом планируется охватить порядка 74% школьников. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Любовь, самопожертвование, верность – темы, которые отображены в опере «Травиата». Действие происходит в Серебряную эпоху. Это спектакль о верности и самоотверженности в любви, с которой люди редко сталкиваются в жизни. Подробности в следующем сюжете. Париж, 19 век. Трагическая история любви. В опере ярко звучит тема любви двух сердец, полная жизни и страсти. Сложность в чем была, да? Я эту партию успел лет 10 назад, 7 назад, но на русском языке. А переучивать на итальянский язык – это очень сложно. Libiamo amore, amor fra i calici più caldi baci avrà. Это самая популярная, один из самых популярных отрывков.
Оперу «Травиата» ставили по всему миру, но по-разному. В этой постановке одной из главных особенностей является временной промежуток. Второе отличие заключается в том, что вот за 2 часа нам нужно рассказать удивительную историю удивительной куртизанки, которую Верди назвал «Травиата», «падшая». Но мы как раз, отличие нашего спектакля заключается в том, что мы куртизанку наделяем удивительными этическими и нравственными качествами. Жаккард, шелк и гипюр. На создание нарядов идут лучшие ткани. Главная цель – перенести зрителя во Францию того века. Специально для спектакля кропотливо создается Эйфелева башня высотой 8,5 метров. У нас есть старые технологии, которые только у нас делаются. Это аппликации на сетке, которые вот мы сами плетем. Вот. Есть применение совсем новых технологий, вот там вы видите в бутафорском цехе. Вот. Поэтому тут как бы задействованы все мастерские, все цеха. Все великолепие дополнит живая музыка оркестра. Спектакль обещает надолго запомниться в сердцах зрителей. Премьера состоится 18 июня на сцене Театра оперы и балета. Даяна Федорова, Виктор Дьячковский, Якутск. К этому часу это вся информация. До встречи в эфире.